3 по 9 декабря в Якутии проходит всероссийская социальная кампания «Культура на дорогах». Якутия вошла в число 15 регионов страны, где будут проводиться массовые информационно-просветительские акции, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Сегодняшний наш гость – начальник управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Якутии Александр Архипов. Александр Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот аварийность на дорогах так или иначе все-таки связана с культурой вождения в целом. И вот на сегодняшний день какая ситуация по аварийности в регионе? На сегодняшний день у нас зарегистрировано 931 дорожно-транспортное происшествие, в которых 110 человек погибли и 1203 человека получили травмы различной тяжести. Конечно же, основными причинами у нас аварийности это является выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, нарушение установленного скоростного режима, нарушение правил очередности проезда перекрестков, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов. Вот такие у нас основные причины аварийности на сегодняшний день. Ну, конечно же, хотелось здесь отметить еще у нас положительную динамику. Да? Это снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 5,3% от общего количества аварий, и в которых на 33% детей у нас меньше погибло с аналогичным периодом прошлого года, и на 6,4% количество раненых детей. Ну, в таком случае, какие вообще меры принимаются по снижению аварийности? На сегодняшний день сотрудники управления госавтоинспекции наряду с теми превентивными мерами, которые у нас принимались и правительством республики, это установка камер автоматической фиксации административных правонарушений. Сотрудники госавтоинспекции в этом году обследовали все региональные и федеральные дороги, скажем так, приняли те превентивные меры, обследовали и выявили те потенциальные опасные участки дорог, создали единый реестр, который мы в 2019 году уже хотим, вернее, подали этот реестр органам исполнительной власти для устранения всех, скажем так, причин, которые могут способствовать дорожно-транспортным происшествиям. Кроме того, сотрудники постоянно выезжают в командировки на территорию районов для оказания практической помощи территориальным подразделениям госавтоинспекции. А вот в промышленных городах республики какая ситуация по аварийности? Ну, на сегодняшний день, допустим, в самом городе Якутске у нас наблюдается снижение, но, к сожалению, город Мирный, город Нерюнгри, у нас есть небольшой рост показателей, особенно по погибшим. Вот социальная кампания «Культура на дорогах» в стране организована впервые. Какие мероприятия у нас в Якутии проходят? Ну, вообще, социальная кампания «Культура на дорогах» – это широкомасштабный проект просветительский, который был основан на основе указа президента Российской Федерации в рамках национального проекта безопасности дорожного движения. Организатором данного проекта выступили это Всероссийское общество автостраховщиков. Кроме того, непосредственном участии госавтоинспекции МВД России, Министерства образования, науки и просвещения, Министерства транспорта Российской Федерации, а также экспертного центра за безопасность движения. Вот. Данный проект он реализуется у нас, как вы уже отметили, да, в 15 регионах Российской Федерации. Якутия вошла в состав участников данного проекта. Это широкомасштабные мероприятия во всех сферах, скажем так, нашей деятельности, начиная от перинатальных центров, родильных домов, детских садов, школ, автошкол, транспортных предприятий, органов государственной власти, многофункциональные центры, регистрационно-экзаменационные подразделения, автозаправочные станции, автовокзалы и так далее. То есть мы захватываем весь круг участников дорожного движения, от маленьких наших пешеходов, заканчивая взрослыми. А вот по какому принципу эти 15 регионов были выбраны? Ну, конечно... Значит, у нас не все хорошо с культурой на дорогах, раз мы попали? Нет. Или же наоборот, у нас меры как-то хорошо принимаются? Наоборот, в этом году наша республика заняла ряд призовых мест в области пропаганды и безопасности дорожного движения. Отмечено на уровне МВД России, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Нами был подготовлен социальный ролик, который занял первое место у нас в Российской Федерации по безопасности дорожного движения. Поэтому те принятые меры нам позволили, да, добиться того, что нас включили в этот проект. То есть в какой-то степени вот эти 15 регионов это такие образцово-показательные в какой-то степени. Да. А вот что касается вот этой кампании, да, масштабных, какие уже мероприятия проведены в регионе и как-то вот отличаются в разных регионах они? Ну, конечно же, отличаются. Да, у нас, наверное, самые такие экстремальные условия проведения кампании, потому как у нас низкая температура воздуха, наша республика относится к районам крайнего севера, поэтому в полной мере мы
не можем провести те агитационные мероприятия, которые бы проводились у нас на улицах, да, с пешеходами, с участниками дорожного движения. Но, тем не менее, мы будем стараться это и делаем это. Вот. Но вообще, значит, план единый у нас – это школы, детские сады, то есть в первую очередь. Далее мы… То есть это просветительская работа, Да, просветительская работа. То есть форма, да, изменения мировоззрения и уровня мышления граждан наших. Потому как действительно зависит все от нас, от самих, от нашего населения, от наших граждан, как мы себя будем вести на дорогах и тем самым не создавая угрозы безопасности. А все ли районы задействованы? Ну, здесь сегодня проводится у нас масштабное профилактическое мероприятие только на территории города Якутска. Но мы, в свою очередь, пригласили представителей районного звена, да, подразделения госавтоинспекции для того, чтобы научиться, посмотреть, как это все проводится, и аналогичные мероприятия в последующем проводить на территории наших районов и республики. Ну, какими еще способами можно добиться снижения аварийности? Ну, конечно помимо же, этой здесь акции? ряд мероприятий. Ну, во-первых, стратегия безопасности дорожного движения. В рамках стратегии безопасности был разработан национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого и, конечно же, в настоящее время разрабатывается наш региональный проект «Безопасные качественные дороги», который до 14 декабря мы должны согласовать и утвердить. И данного проекта будем придерживаться до 2024 года. Согласно данного проекта, да, у нас уровень, число погибших граждан не должно превышать 4 человек на 100 тысяч населения. То есть к 2024 году мы показатель по погибшим не должны превысить не более 35 человек в республике, 35 человек. Вот, поэтому здесь очень большой спектр охватывается, начиная с технического сооружения, обустройства дорог, реконструкции их, строительства и так далее. Кроме того, уровень подготовки водителей должен быть усилен, уровень пропаганды и так далее. То есть развитие инженерных сетей и коммуникаций, в том числе развитие комплекса автоматической фиксации административных правонарушений до 2024 года должно у нас вырасти до 211% по сравнению с 2017 годом. Вот, Александр Александрович, сегодня вот мы говорим опять же о культуре на дорогах, да, и вот всегда остро стоит вопрос нетрезвого вождения. Как сегодня обстоит ситуация в республике? Хотелось бы отметить положительные тенденции, потому что у нас на сегодняшний день мы наблюдаем снижение количества аварий по вине нетрезвых водителей на 36%, уровня погибших и количества раненых. То есть в этом году нам удалось все-таки за предыдущие 2-3 года, скажем так, поменять мировоззрение граждан, да, и предупреждать, проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить, чтобы у нас граждане в нетрезвом состоянии сели за руль. То есть основной упор сделан на профилактику и доведение населения данной информации. Вначале мы уже сказали о статистике, да, а почему происходят аварии? Все-таки это пьяные водители, культура поведения, просто пешеходы сами нарушают. Какие основные причины? Ну, основные причины я в начале своего выступления сказал, да, это, конечно же, установленный скоростной режим, превышение, выезд на полосу встречного движения, но, к сожалению, да, у нас вот есть проблемы с пешеходами. Наезд на пешеходов – это один из вид дорожно-транспортных происшествий, который на сегодняшний день в республике остается проблемой. Это нарушение водителями, то есть не пропускают пешеходов. Сам менталитет граждан, когда еще особенно были такие ситуации, когда у нас молодые родители, молодые мамы, да, со своими маленькими детьми переходят проезжую часть прямо с детьми в неустановленном месте. И когда сотрудники госавтоинспекции, задавая вопрос значит, к родителям и детям, почему так поступили, перешли проезжую часть в неустановленном месте, даже дети говорили, доходило до того, что ребенок говорил, а я говорил маме, что здесь нельзя переходить. То есть, к сожалению, уровень мировоззрения, да, и культуры нам есть еще над чем работать. Получается, дети более осведомлены сейчас, чем взрослое население. А среди взрослого населения как вы акции проводите? Вот прямо на дорогах? Среди взрослого населения, вот у нас на сегодняшний день в рамках акции, да, мы проводим на заправочных станциях, торговых центрах, на площадях. Летом мы проводили массу мероприятий, скажем так, в парках культуры, в том числе также в торговых центрах, различные мероприятия проводили и с населением разъяснительную работу аналогично проводили. Ну, кроме того, социальные ролики во всех государственных и муниципальных образованиях мы стараемся размещать. А как эти мероприятия проходили? Стоял инспектор и объяснял, рассказывал? Ну да, мы, получается, в рамках перевозки детей, да, значит,
с использованием сидельских удерживающих устройств, вручали даже бесплатные билеты на аттракционы, то есть было взаимодействие с органами власти, с Министерством культуры, значит, найдены, нам оказывали помощь предприятия, которые, значит, были заинтересованы также в этих широкомасштабных профилактических мероприятиях. И каким-то образом водители, которые не нарушали правила дорожного движения, они поощрялись в виде какой-то там ценного подарка, брошюры, либо бесплатного билета на то или иное мероприятие культурное. Александр Александрович, вот такой вопрос, да, ну, тут я, наверное, уже больше как водитель, да, вас спрошу, то, что часто, ну, люди нарушают, буквально, это вот, опять же, вопросы о культуре, да, не включают поворотники при повороте, да, или перестроении, пешеходы переходят дорогу не в положенном месте, да, как-то можно, не знаю, сообщать, может быть, об этом, чтобы вот всем миром, грубо говоря, взяться за то, чтобы повысить культуру на дорогах нашего региона? Конечно, такая практика на сегодняшний день существует у нас в республике и вообще на всей территории Российской Федерации. Любой гражданин, который, значит, был свидетелем совершения административного правонарушения, если к тому же еще имеется видеорегистратор либо мобильное устройство, которым можно зафиксировать данный факт, можно просто зайти на сайт, разместить свое обращение, указав свои персональные данные и прикрепить этот видеоролик. И мы, в свою очередь, проведем административное расследование, и данный нарушитель будет привлечен к административной ответственности в обязательном порядке. На сегодняшний день у нас такая практика есть. Более 2000 административных правонарушений в этом году мы составили именно по заявлениям и обращениям граждан. Вот этим видеоматериалом. Но вот если не успел, да, ты телефон, едешь, да, к примеру, за рулем, да, ну, ты не предскажешь, что сейчас где-то пешеход побежит через дорогу. Вот если нет видеоматериалов, как-то в устной форме, там, можно ли обращаться? Конечно, можно обращаться. Можно обратиться по телефону, да, дежурной части. Можно также обратиться через наш сайт. Но если мы не докажем, да, состав административного правонарушения без, скажем так, видеозаписи, в любом случае мы проведем профилактическую беседу. Это уже будет мера профилактики в отношении данного водителя. Александр Александрович, большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью, и мы говорили о культуре на дорогах столицы и республики.